Ауатхарский, Рисинский, Кучба-Яштинский, Черкесополянский, Бзыбский. Именно на эти 5 направлений поделен Рисинский реликтовый национальный парк, заповедная зона, в пределах которой запрещена любая хозяйственная деятельность, в том числе и рекреация. Лишь в некоторых местах мониторинг без вмешательства. Здесь выделены участки с уникальными объектами живой и неживой природы. Но даже при том, что вся эта территория является заповедной зоной, браконьерство здесь не исключение. Для того, чтобы контролировать все 5 направлений и не допустить незаконную вырубку леса, охоту, лов рыбы, руководство парка на каждом из направлений устанавливает так называемые лесничьи домики. Так заповедная зона будет под охраной круглый год. Мы находимся на Кучба-Яштинском направлении. И вот в каждом лесничестве должен быть вот такой дом-кордон, где лесники должны находиться круглосуточно, круглогодично. Потому что, понимаете, наши инспектора, они следят за безопасностью не только туристов, которые сюда прибывают, но и они следят за безопасностью как животного, так и растительного мира. В данном случае это направление одно из сложных направлений. Здесь могут быть браконьеры, здесь могут елочки вырезаться, здесь может быть другой растительный мир вырезаться. Поэтому они здесь вот в данном случае мы строим этот домик, чтобы они могли, мы сейчас его будем утеплять, крышу новую покрываем, чтобы они здесь находились круглосуточно. На 36-м километре автодороги к озеру Рица в этом году установлена скульптура, символизирующая охрану животного мира. Это работа скульптора Руслана Пандария, и она не единственная в заповеднике. Буквально через месяц зима вступит в свои законные права. На Рице к сезону готовится заранее. В заповеднике есть своя гидроэлектростанция, построенная в 40-х годах прошлого столетия. Но благодаря сотрудникам ГЭС работает круглосуточно, даже при том, что нуждается в капитальном ремонте. Оборудование настолько старое, что его уже невозможно приобрести, только менять. Сейчас на территории ГЭС идет к завершению строительства дома для сотрудников, который оснащен всем необходимым для комфортного проживания, от теплых полов до современной бытовой техники. Строительство нового дома – вынужденная мера. Старый был разрушен в результате камнепада, и людям-сотрудникам ГЭС просто негде было жить. Попала в окончание крыши, пробила ту стенку, перегородку и вот сюда выскочила. Хорошо, что людей не было вот тогда, это самое, так повезло, можно сказать. И мы решили, правда, надо было чуть мы с деньгами связаны, это, конечно, раньше чуть-чуть, если начали бы, мы бы уже заканчивали бы. Мы поздно начали, но я думаю, что успеем. На сегодняшний день практически внутреннюю работу в основном осталось. У нас все материалы готовы. Вот домик мы отошли от этой самой здания, отошли для безопасности. На территории самой смотровой площадки закончилось строительство административного корпуса. В здании будет находиться пункт милиции, медицинский пункт, который здесь необходим. Этим летом за первой медицинской помощью сюда обратились более 3000 человек. Мы убрали все вот эти будочки, все эти вагончики, и вместо этого мы построили настоящее административное здание. Вы видели медпункт, это все необходимое. Там есть, мы часть Минздрава получаем, часть сами покупаем. Милиция теперь ребята могут нести круглый год и круглосуточно. Там и тепло, и свет есть, и могут спокойно нести свою службу. На втором этаже у нас инспектора охраны, там комната отдыха, там у нас и они могут и ночью оставаться, не могут и должны, в принципе, ночью оставаться. И там тепло, уютно, свет и вода, и все необходимые для человека, необходимые сопутствующие вещи. И зал заседания. Вот у нас часто приезжают к нам, как вам сказать, в экспедиции по разным направлениям, на Черкесскую поляну, на Кучба-Яштинское, на Ауатхарское. Потом они собираются в этом здании и проводят совещания, обмениваются материалами. В этом году Рицу посетили 370 тысяч человек. Билетов реализовано на 124 миллиона. И тем не менее, прошедший летний сезон для Рицы оказался менее прибыльным, чем предыдущие. Я надеюсь, что все-таки потихоньку эта ситуация будет выравниваться, и люди к нам будут приезжать. Мы ожидаем на ноябрьские праздники, ожидаем на новогодние каникулы. У нас
поднималась по 5000 в январе месяце. Вообще-то мы стараемся работать круглый год. И очень интересно, заманчиво Рица и весенние, осенние, зимние периоды. Поэтому мы вот уже сейчас готовим технику, приводим ее в порядок. Рица готова к зиме. Первый снег в горах уже выпал. Популярность Горной Абхазии среди гостей республики возрастает с каждым годом. Постепенно туризм, в том числе и горный, приобретает круглогодичный характер. Заснеженная природа привлекает любителей прекрасных пейзажей, а зимняя Рица – это сказка. Рената Шакай, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.